Ассаляму алейкум, хурматный дуслар. Здравствуйте! В эфире ваша любимая программа «Секреты татарской кухни». И я с удовольствием представляю людей, которые пришли к нам сегодня на студию. Это яркая, талантливая, гламурная семейная пара татарского шоу-бизнеса. Певец Салават Миниханов хэм Гузалем Коршалова. Встречаем! Салям! Здравствуйте, Руслан. Вот они красивые. Наши Вот так телезрители. быстренько за Гузелькой поздоровались. Да. А мы пришли не с пустыми руками, мы Да. пришли, со своими подарочками. Я вижу, у вас здесь все поменялось, все стало еще ярче, У нас еще новая Здесь не красивее. только, здесь стильная, телезрители гламурная даже кухня. не видят, какая здесь огромная студия. Если здесь крикнешь «Эй-эй-эй!», эхо придет где-то через 2 минуты. Кухня у нас большая, современная. Да, и я специально подбирала такие цветы, чтобы сошлось с вашим стилем. И очень даже подходит к вашему интерьеру. Цветовая гамма называют Да. это так. Да. И еще мы принесли вот такой вот плакат. Наш концертный тур начался именно с этого плаката. Этот плакат приносит нам удачу. Мы хотим, чтобы этот плакат также приносил удачу и вам, поэтому мы его дарим тебе, Руслан. Салават и Гузалем Минихановы – одна из самых ярких пар в татарском шоу-бизнесе. Оба они родом из Азнакаева. Салават имеет 2 высших образования – Елабужский государственный педагогический университет и Академия государственного и муниципального управления при президенте Республики Татарстан. Он неоднократно становился лауреатом премии «Алтын Барс», а также титула «Лучший певец» на фестивале Tatar Music Awards 2010 года. Сейчас Салават Миниханов – известный певец, продюсер, клипмейкер и режиссер. Гузалем – молодая певица, вошла в шоу-бизнес совсем недавно, но уже с большой скоростью становится популярной среди молодежи Татарстана. Свою творческую деятельность Гузалем совмещает с учебой в Альметьевском нефтяном институте. Также супруги Салават и Гузалем Минихановы являются ведущими парлы-шоу на Болгар Радиосы. Салават, поставь, пожалуйста, цветочек, пусть он украшает нашу столешницу. Гузель, ты на правах хозяйки рассказывай, что со своим любимым супругом будете сегодня готовить для меня. Вот так вот. Так, мы сегодня будем готовить фаршированные перепелки с полбой. Ох, какой интересный Почему? рецепт. Почему? Объяснит Салават. Почему? Ну, мне, в принципе, перепелки, с чем они фаршированные, не принципиально. Мне сами по себе перепелки нравятся, потому что они нежные, вкусные. Хоть ты их жарь, хоть туши. То есть он в любой форме он всегда получается вкусным. Нет, А почему согласен. с полбой мы решили сделать? Полба, ну, это одна из самых древних Зерновых культур. зерновых культур, да, на которую вообще не влияет ни радиация, то есть он настолько чистый, Экологически настолько чистый. экологически чистый. Я даже слышал то, что в Татарстане в некоторых районах начали выращивать полбу. Полба возвращается в моду, друзья. Мне очень нравится ваше блюдо. В татарском варианте оно будет звучать «Бурай белян тутаралган быт балдак». Так вот. И мы еще приготовим деревенский салат. Но, Гламурный салат. да, мы его назвали деревенский гламурный Да. салат. Начинаем мы с гламурной пары готовить гламурные блюда. Итак, бисмилля рахман рахим. Гузель, с чего начинаем? Давай, Руслан, ты начнешь резать лук. Мы его, 500 раз в своей программе я начинаю резать лук, мы отлично. его потом обжарим и перемешаем уже с готовой полбой. А я буду готовить маринад для перепелок. Отлично. Для этого нам понадобится чеснок, доска, нож. Так, вот ножик. Салават А сам я будешь ничего чеснок? не буду делать, я просто буду стоять вот здесь и мешаться. Как там, Обычно гламурный повар, так говорится. Немножко не Когда у нас на кухне Гузелем готовят, я постоянно прихожу, и это попробую, то Да. попробую. Но мне постоянно говорят: Салават, дорогой, ну не мешайся. так. А когда мы уже приготовим, ты уже сытый говоришь: тюк матуром, я кушать не буду. Так, нам понадобится чеснок. Мелко нарежем чеснок. Добавим оливковое масло. Так, кстати, оливковое масло. Да, зелень. Тоже мелко нарежем. И специи, перец и соль. Начинаем? Да. Давай. Я нарезаю чеснок и... Лук. А мне что делать, ребята? Мне Вот. что делать? Салават, ну что делать? Держись, поешь, развлекаешь нас? Да. Давай уже. Мы работаем с Гузель. Давай, Гузель. Sihirledin mine, kuz qarashın sirpib, hazır bir sözsüz, kırsız yüreğim, boru sineke. Jolu sözlerinle, hatırlı koman kungel, sin boru ber mineke.
Hey, koynar otlardan salıp sularga yuksınama mine. Sensiz günlerinin oysuz tünleri şınıktırdı mine. Nigasım mina siyu dingizi, bu dingizden mini yalnız bir üzüm. Gelirken tağdan mitini kütemiyor da. Вау! Молодец. Салават, я впервые, когда режу лук, не заплакал, потому что песня была такая позитивная, молодец. Ты знаешь, когда я выступаю на банкетах, я постоянно, когда я начинаю петь, люди приступают есть. А потом ко мне подходят и говорят: Салават, когда ты поешь, наш аппетит повышается. И это действительно так. Аппетитный певец Салават Миниханов сегодня с нами, а его любимая супруга аппетитно режет чеснок. Да, очень мелко надо нарезать, потому что это соус, напоминаю. Ну, друзья, у меня есть к вам вопрос. В прошлом году татарский шоу-бизнес взорвался тем, что услышал, что у вас была свадьба. Ага. Вот, свадьба была веселая, интересная. Ну, буквально через пару мгновений расскажете, но перед свадьбой вот сколько лет встречались? Кто вас познакомил? Раскрывайте секрет на нашей программе. Давай, рассказывай. Гузаль или Салават, кто из вас? Ну, вообще, я Салавата знала уже с детства. Ну, мы, во-первых, с одного города. Мы оба родились в городе Азнакаево. И хочется сказать, что город Азнакаево — это столица гламура. Азнакаево называют маленькой Швейцарией. Позвольте, кстати, пожалуйста, да. извините. Да. Салават, меняйся местами. И маленькой Швейцарии ее называют сами азнакаевцы. Которые ни разу не были в Швейцарии. Да. Да, Салават, давай масло оливковое еще чуть-чуть. Я сейчас буду обжаривать лук. Да. Гузаль, все по плану у нас идет. Да, На да. подсолнечном масле. А вы я буду, используете я буду делать маринад. маринад. Мы вдвоем будем делать. Салават Давай. очень рад делать маринад. И вот, Я думаю, нормально. вот, Гузаль, давай продолжим. Да, я продолжу. Познакомились в Азнакаево, знали друг друга с детства. Да, Дальше как? мы, кстати, ходили в Дом культуры, я ходила в вокальный ансамбль, он уже там сольно пел. Уже известно. Да, лицо. известный был. Потом я, после того, как закончила 8 класс, мы с семьей переехали, переехали в город Альметьевск. Я сначала работала бухгалтером, и бухгалтером работала, и администратором, пробовала себя в экономической сфере, но у меня все получалось, но это было не мое, так как с детства я... Деньги — это не мое, скажи. Нет, это деньги, конечно, мое, но то, что сидеть каждый день в одном и том же месте, Конечно. делать одну и ту же работу, как-то вот... То есть ты решила вернуться на сцену, начала петь. Гузаль, давай мы тебя тогда послушаем. Вот какую песню можешь спеть, и, так скажем, из раннего, когда ты была еще студенткой? Я люблю петь и любила петь татарские народные песни, и я тебе сейчас спою веселую песню «Гармун Чижера» называется. Многие его знают по названию «Сюда-сюда», более известней. Песня «Сюда-сюда». Да. Сюда-сюда. Сюда-сюда, иди. Давай Поехали. послушаем. Татар халычары. Ey do'stqayim sing'a aytam, garmunchi bo'lsin yorim. Garmunchilar garmon o'ynay, qo'linda boldog'i bor. Garmunchi degan doni bor, suyib to'ymas yori bor. Garmunchi degan doni bor, suyib to'ymas yori bor. Suda, suda, suda izalesingmi? Men seni ko'rmay tuzalmim, esim tuzalesingmi? Suda, suda, suda izalesingmi? Men seni ko'rmay tuzalmim, esim tuzalesingmi? Браво, Гузаль, молодец! Бізді Салават білен бейттің енді заставил нас танцевать, оторвала от работы, но мы не забываем о нашем блюде. Так, что делаем дальше? Соус готов? Так, соус готов, лук тоже. Да, обжарили. Сейчас надо будет лук помешать с полбой. Give me please полба. Please. Ну, как я по-гламурному говорю. Да. Да, а мы будем мариновать наши перепелки. Так, перепелочки берите. Полбу мы заранее отварили, добавили туда немножко соли, конечно же, и кусочек сливочного масла. Так. Добавляем туда лучше. Надо будет хорошенько промариновать и внутри, и снаружи, да, каждый. Руками все это делать, Салават? Я вот так сначала делаю. Да, да. Вот такой подход. Да, да, да. Каждый, чтобы было поровну. Гузаль, ну, давай расскажи вот все-таки чуть ближе к свадьбе. Ага. Когда ты все-таки первый раз подошла и сказала: Салават, слушай, дело есть. Ну, вот я же сказала, что я работала бухгалтером, и это было не мое. Потом я устроилась в управление культуры, работала там методистом. А в это время Салават работал в Азнакаево
начальником управления культуры. И Да, в городе Альметьевск мы по работе встретились на одном из мероприятий. Да. И И там- это получилось как в фильме. Я шел, увидел Гузалем, остановился и пошел дальше. Вот, мы начали общаться, ну, уже поближе познакомились, вспомнили. Потом он ушел из этой работы и переехал. тебя. Мы сказали, мы вдвоем в культуре работать не сможем, Да. поэтому ты должен работать в Казани. Она же бухгалтер, она же понимает. Он у нас постоянно спрашивает: Салават, ты, наверное, Гузелем раскручиваешь. Я говорю: вы что, Гузелем меня раскручивает? Вот так мы начали общаться. Я тоже ушла с культуры, больше тянула к творчеству. Он мне предложил записать песню. Потом, ближе к зиме, мы поехали в Египет снимать клипы. Вот. В моем клипе он был главным героем, а в его клипе я Ты была была главной главной героиней. Да. Так, перепелки у нас должны постоять 10 минут в маринаде. В маринаде? Да. Так, начинка готова. Да. Лучок и Скоро помидор. мы начнем фаршировать наши перепелочки. Буквально через пару мгновений. Это программа «Секреты татарской кухни». Мы продолжаем готовить замечательное татарское блюдо бурай белян тутырган бутбалдык вместе с очаровательной парой Салават Миниханов и Гузалем. Я очень рад и счастлив, что они у нас наконец-то в гостях. В принципе, блюдо оригинальное, песни у вас красивые, а истории какие? Давайте вот будем фаршировать все это, да? Да-да-да, начнем Уже. фаршировать. А Руслан, надо будет поставить перепелиные яйца. Это у нас для салата. Для салата. Да. Перепелиные яички, сейчас мы их отварим. Я сейчас достану кастрюльку. Давай я буду помогать, наверное, да? Да-да-да. Салават, хотел бы вернуться вот к той теме, когда вы снимали за 10 дней 2 клипа. Вот что интересного там было? Ну, мы столкнулись... Пойдешь куда-то. Самое интересное, мы поехали туда вообще без сценария. Мы договорились так, что сценарий мы будем придумывать на месте, исходя из тех локаций, точек, которые мы там найдем. Но мы столкнулись с массой проблем, такие как, например, революция в Египте. То есть, ладно, одно дело, если мы где-то возле отеля снимаем, другое дело, если мы снимаем в пустыне, на рынке, в городе. И у нас была проблема с египетскими полицейскими. У нас был такой эпизод, где я со шрамами бегу Да. по рынку. Именно такие вот такие старые такие места. И к нам полицейские, ну, не подошли, а так прям человек, Окружили нас, человек можно 20 так сказать, окружили, да. говорят: вы про Египет снимаете плохо. Мы говорим: нет, мы снимаем love story, у нас вот такой сценарный план. А здесь Гузалем сказала то, что она сингер, она певица. То есть, если ты певица, то в этом случае там, ну, надо договориться о съемках. Да, разрешение должно Потом быть. я да, полицейским на сказал, я съемку. говорю: кого вы слушаете? Вы слушаете женщин, не слушайте ее. Мы снимаем love story. И показали все съемки. Наверняка, скорее всего, именно вот в этот период я обратил внимание на Гузалем, как уже на Будущую супругу. Да, на будущую супругу. Почему? Потому что в кратчайшие сроки она четко справлялась с теми поставленными задачами. И я в ней увидел тот потенциал. И думаю, наверное, это, скорее всего, та девушка, которая сможет и терпеть меня в то же время. То есть можно сказать, что именно в Египте между вами пробежала первая искорка, Да. Именно так. которая превратилась в шикарную свадьбу. Что интересно, Салават, вот что такой случай можешь вспомнить с вашей свадьбы, который вот до сих пор ты вспоминаешь с улыбкой на лице? Из моей свадьбы самый запоминающийся момент, это был тот момент, когда я зашел к ней домой, открыл дверь в ее комнату и увидел Гузалем в свадебном платье. Она была такая нежная, такая очаровательная. Вот этот момент мне запомнился, а все остальное как будто как обычно. Да, раз, и все. И мы проснулись уже утром. Итак, все у нас готово для того, чтобы отправить наше первое блюдо, перепелочки фаршированные, в духовку примерно на 40-45 минут. Да. Ура! Бисмилады. А это содик. Фаршированные перепелки. Сначала приготовили маринад. Для этого измельченный чеснок и мелко порубленную зелень приправили специями и смешали с оливковым маслом. Полученным соусом обильно смазали тушки перепелок и оставили мариноваться 10 минут.
Тем временем приготовили начинку. Для этого заранее отваренную полбу перемешали с пассерованным репчатым луком. Далее перепелок нафаршировали полученной начинкой, выложили на противень и запекали 40-45 минут. А пока наши перепелки готовятся, сейчас мы с вами сделаем деревенский салат «Гламур». Для салата нам понадобятся помидоры черри, перепелиные яйца у нас уже готовы. Просто да, очистить надо будет. Лук полукольцами, так, Зелень, да, наверное, да, зелень, укроп и салат еще. Ну, мы Соль, украсим масло. салатом, Соль, да. масло и хорошее настроение. Конечно. Да, Так, конечно. Я подам вам салатницу. Так, давай мотором все начинай чистить. Все у нас в пределе. Перепелиные яйца. Я буду помидоры чистить. Дуслар, расскажите мне, пожалуйста, вот, можно сказать, о нашумевшем проекте «Татарстар». Очень много татарских дискотек, да, но вот вашему проекту в сентябре Алла Берса исполнится уже 2 года. Я вас заранее поздравляю. Вот, Салават, расскажи, пожалуйста, все-таки чем отличается проект «Татарстар» от других татарских дискотек? Ну, это татарская дискотека, не просто татарская дискотека, это у нас в первую очередь идет как вечеринка. Мы сюда приглашаем известных личностей. Это не только певцы, это также и спортсмены, модельеры, политики, актеры театров, журналисты. Также вот, Руслан, вы у нас неоднократно были. Да, И через такую дискотеку, через такую молодежную форму, такую атмосферу мы хотим, конечно, познакомить с нашими выдающими людьми. Ребят, вот находясь рядом с вами, все-таки всегда хочется, чтобы вы пели. Продолжим эту приятную для меня традицию. Вы знаете, у нас есть дуэтная песня, называется «Гурляш и пешик», и в этой песне есть 3-й куплет, как раз про кухню. Да, про кухню. Мы немножко его стилизовали именно под вашу передачу, и мы его в таком формате хотим для вас исполнить. Эксклюзив куплет жер точно, будет. да? Эксклюзив жер. И барыгызны якын итем, килдик сезнең кухняга. Шын күңелдән сәлем юллыйм. Салармысыз туганнар, күзләрдәге очкыннардан бәхет теләшик әле. Шатлыкка гына күмелеп, гөрләшеп яшик әле. Күзләрдәге очкыннардан бәхет теләшик әле. Шатлыкка гына күмелеп, гөрләшеп яшик әле. Браво! Хөрмәтле дуслар, сезнең өчен эксклюзив жер болды бүгін біздің эфирда. Молодцы, молодцы. Вот Рахмет, ведь приятно, когда гости приходят и готовятся, Так. придумывают песни про нашу кухню. Помидоры. Так, помидоры черри есть, Да. перепелиные яйца тоже готовы. Да, это все смешиваем. режем крупными, крупно режем. Так, давай по зелень. половинке. Ребята, я не успеваю за вами, не успеваю за вами. Салават, есть у меня еще такой вопрос. Вот каждую среду, перед тем, как лечь спать, большинство жителей Татарстана слушают Болгар Радиуса и конкретно ваше шоу, Парла-шоу. Шоу такое интересное, куда приходят звезды шоу-бизнеса. Да. Вот, давайте несколько слов. Кто придумал эту идею вот на Болгар Радиусе? Нам предложили Вести передачу, но да. названия не было. Названия не было. И Да. мы думали, искали концепцию. То есть одно дело, если мы будем приглашать гостей и разговаривать с ними о творчестве, о жизни и так далее. Другое дело приглашать творческие семьи. Или же, например, артистов со своей второй половиной, которая, может быть, никакого отношения к творчеству не имеет, но является супругами творческого человека. То есть приходит татарский певец со своей супругой, которую никто не Да. знает, и он рассказывает о ней. Да. Но что еще интересного происходит в вашем шоу? Один раз у нас был такой случай, интересный. Наши гости не пришли, забыли. Мы им звоним, они трубку не берут. Все испереживались, о чем говорить и так далее. У нас целых 2 часа эфира, да. Но вы же тоже семья, пришлось о себе, наверное, говорить? Но мы же профессионалы, мы вышли из этой ситуации. И мы говорили о себе, говорили о Да. нашем творчестве и о нашей Спорили, семье. смеялись, в общем, все прошло очень весело. Салават, ну вот давай несколько слов, и, Гузаль, может, ты добавишь, для наших молодых вот, семейных пар, которые недавно женились буквально, что, вот какая должна быть настоящая татарская семья, современная, гламурная, какая? Я молодым семьям хочу что пожелать.
мужчинам в большей степени, побольше делайте для своей супруги комплимент. Говорите, Да. какая она красивая, какая она хорошая. Хотя бы один раз в день сажайте ее на коленки, погладьте за голову и скажите, какая ты у меня все-таки красивая, какая ты у меня И хорошая. особенно, когда кушаете ее блюдо, даже если вам не нравится, старайтесь кушайте, Ни в коем улыбайтесь. случае не говорите Да. то, что невкусно, говорите, о, как это вкусно. Ну и не говорите, что натуром я не буду кушать, я у мамы поел. А я хочу сказать мужчинам тоже, нужно говорить комплименты, именно мужские такие. Что-то там сделал, допустим, прибил этот гвоздь. Гвоздик. Ты должна похвалить. Даже своего если не мужа, туда что он прибил? молодец. Даже если надо было пропылесосить ковер, Если а он бы не прибил. ты, Если бы не ты. да, вот так надо говорить. Если бы не ты, когда она говорит, если бы не ты, я начинаю нервничать. Вот такая веселая, гламурная семья сегодня у нас в гостях. И сейчас мы будем заправлять наш салат оливковым маслом. Последние штрихи. Да, Так, тус. Так, маслица. да. Отлично. Ну и пока Гузель перемешивает салат, мы его, Салават, с тобой, я буду улыбаться, ты будешь петь, заправим красивой песней. Korimanda suretine, sikimli yüzlerine, unutulup bar dünyamna, kumlemen hislerge. Biz ikavgına bu jirde, orada yok bir serde. Mehabbetni susuz güne, duyar bazirin nerede? Baram yanına sin küt güne. Hey hey, kunam siyu kışında yüreğine. Hey hey, Qalam yanında min məngəngə. Hey hey, biz bularız gel birgə. Еще раз. Baram yanına sin küt güne. Hey hey, kunam siyu kışında yüreğine. Hey hey, qalam yanında min məngəngə. Hey hey, biz bularız gel birgə. Салават Михайлов, Гузелем и я, Руслан Шарапудинов, через пару мгновений будем пробовать наше замечательное блюдо. Салат «Гламур». Перепелиные яйца и помидоры черри разрезали на половинки. Репчатый лук нарезали полукольцами. Зелень мелко нашинковали. Все ингредиенты выложили в салатницу, приправили специями и полили оливковым маслом. Вы забыли записать рецепт? Не переживайте. Мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Заходите в группу, читайте рецепты, готовьте вместе с нами и выкладывайте фотографии ваших блюд. Салават. У нас уже Гузель, все готово. Вы молодцы. Все Вот так красиво разложили, вот салат рядом. как будто я на вашей свадьбе сижу. Надо сказать телезрителям, то, что это блюдо будет уместно для любого стола. Здесь столько витаминов, а запах... А жалко, пока ребята много что вы не болтают, чувствуете. Руслан Шарафетдинов. Мотором побыстрее, потому что Руслан сейчас все съест. Давай. Так, бисмиллахир-рахманир-рахим, пробуем. Ну-ка, Руслан. А если все это еще закусить салатиком? Итак, барабанная дробь, что я хочу сказать по этому блюду? Ну, во-первых, оно получилось очень таким изысканным, мясо очень нежное, очень вкусное сочетание вот с полбой. Это, друзья, попробуйте сами. Оригинальный рецепт от оригинальной яркой семейной пары. Молодцы! Приятного аппетита. Салават, ну теперь представим, что Гузель не слышит. Ты мне, как вот муж, глава семьи, скажи, понравилось, как готовила сегодня твоя жена? Конечно, мне хочется сказать то, что любые блюда, к которым прикасается моя жена, они становятся удивительно вкусными. Вот так вот. Спасибо, вот такой дорогой. вот настоящий татарский муж, который... Я еще хочу сказать, а те блюда, которые прикасается моя теща, это... Ну, Салават! Молодец, настоящий артист, знает везде, кому какие слова сказать. от чистого сердца. Гузель, Салават, я от всей души говорю вам бигзур рахмет, молодцы, что пришли. Хочу, чтобы вот ваша семейная жизнь, она никогда вот в плане творчества не останавливалась. Новых проектов вам, новых альбомов, новых клипов. Ну и, конечно, чуть-чуть маленьких салаватиков и гузелечек. Спасибо. Спасибо Это за в такие будущем. добрые пожелания. Мы также хотим тебе сказать большое спасибо, что пригласили на эту замечательную программу. Мы очень рады. И всем телезрителям мы желаем самое первое – это здоровье, счастья, благополучия и всего самого-самого хорошего. Сәләмәтлек какшамасын, озын булсын гомерләр, табындагы сый нигъмәттән
ko'tarilsin ko'ngillar, ko'zlardagi uchqunlardan baxtli yashigali, shodlik qag'ina ko'milib, birlashib yashigali. Ko'zlardagi uchqunlardan baxtli yashigali, shodlik qag'ina ko'milib, birlashib yashigali. Салават Миниханов, Гузалев, Руслан Шарапудинов, мы готовили и пели только для вас. Sağ olun dostlar. Рахмет. Bizga rahmat. Мы готовим на кухнях Белоруссии. Высокое качество и современный дизайн при доступной цене.